Сәлеметсіздер ме, қымбатты достар? Продолжаем тему падежей. Сегодня у нас 16 урок, 16 сабақ көмектес септік, инструментальный падеж. Сұрақтары кіммен, немен, с кем, чем, на чем. На чем здесь имеется в виду только транспорт. Жалғаулары мен, бен, пен. Это единственный падеж, который имеет только мягкие окончания. И к мягким словам добавляются мягкие окончания, и к твердым словам добавляются мягкие окончания. Подбор окончания зависит от последнего звука в слове. Если слово оканчивается на глухой, то окончание начинается с пен. Если на з, то бен. В остальных случаях мен. Давайте прочитаем простые предложения, которые здесь даны. Ол сөйлеседі, он разговаривает, ол ақылдасады, он советуется, ол кездеседі, он встречается, ол келеді, он приедет или придет. Еще раз хочу напомнить, что ол переводится и он, и она. То есть эти предложения мы можем перевести как она или как он. Здесь дается вопрос кіммен, с кем. Открываем шторку и добавляем окончание. Қайрат пен. Заканчивается на глухой звук, и окончание начинается с глухого звука. Гүлназбен, достарымен, баласымен. Ол Қайратпен сөйлеседі, он разговаривает с Қайратом. Ол Гүлназбен ақылдасады, он советуется с Гүлназ. Ол достарымен кездеседі, он встречается с друзьями. Он придет с ребенком или сыном. На мониторе даны готовые предложения, и мы их прочитаем. Адамдар жұмысқа барады, люди идут на работу. Адамдар қалада жүреді, люди ходят в городе. Ол Ақтөбеге ұшады, он летит в Ақтөбе. Ол қалаға келеді, он приезжает в город. Или она. Итак, посмотрим, что скрывает шторка. Читаем автобус, машина, ұшақ, поезд. Эти слова понятны. Ұшақ – это самолет, поезд – это поезд. То есть здесь дается транспорт. Вот транспорт – это көлік. И вопрос немен. На чем? Ну, чтобы получилось предложение, мы должны подобрать окончание. Итак, автобус пен. Подберем. Машина мен. Ұшақ пен, потому что к глухой и по глухой звук. Поезд бен. Итак, адамдар жұмысқа автобуспен барады. Люди ездят на работу на автобусе. Адамдар қалада машинамен жүреді. Люди ездят в городе на машине. Ол Ақтөбеге ұшақпен ұшады. Он полетит в Ақтөбе на самолете. Ол қалаға поездбен келеді. Он приедет в город на поезде. Здесь функция көмектес септік показать, с помощью чего осуществляется действие. То есть с помощью вот транспорта. Опять даны готовые предложения, и мы их прочитаем сначала. Адамдар тамақ ішеді, люди кушают. Адамдар шай ішеді, люди пьют. Адамдар жазады, адамдар пишут. Балалар сурет салады, дети рисуют. Балалар ойнайды, дети играют. Теперь здесь дается вопрос немен. Чем? Чем они кушают, пьют? Или ненің көмегімен, с помощью чего? Убираем шторку. Добавляем окончание. Итак, қасық пен, кесемен, қаламмен, қарындашпен, доппен. Адамдар қасықпен тамақ ішеді. Люди кушают ложкой. Адамдар кесемен шай ішеді. Люди пьют чай пиалой. Адамдар қаламмен жазады. Люди пишут ручкой. Балалар қарындашпен сурет салады. Дети рисуют карандашом. Балалар доппен ойнайды. Дети играют с мячом. На этих примерах мы увидели, с помощью чего происходят действия.
Көптік жалғау, множественное число. Сұрақтары кімдермен, нелермен, с кем, чем, на чем. Исключительно о транспорте. Жалғаулары мен. Мұғалім, оқушылар сөйлесті. Набор слов. Теперь мы должны их превратить в предложение. Для этого мы подбираем окончание. Мұғалім оқушылармен сөйлесті. Учитель поговорил с учениками. Бала ойыншықтармен ойнады. Ребенок играл с игрушками. Обратите внимание на эту формулу. Көмектес септік плюс мын, сын, сіз. Көмектес септік имеет окончание мен, бен, пен плюс мын, сын, сыз. Это значит, что будем присоединять к словам в падежной форме личные окончания. Здесь слово дается машина, а вот здесь слово уже с окончаниями. Почему так получилось? А потому что слова, означающие родственные отношения, обязательно имеют окончание притяжательной формы. То есть балам – это мой сын, балаң – твой сын, балаңыз – ваш сын, баласы – его или ее сын. Открываем шторку и сначала будем присоединять окончание көмектес септік. Мен. Здесь везде будет мен, машина мен. То есть на машине переводится. А здесь окончание уже будет немного отличаться. Балам мен с моим сыном. Балаң мен с твоим сыном. Балаңызбен с вашим сыном. Баласымен с его или с ее сыном. Теперь добавляем личное окончание. Как всегда, начинаем с третьего лица. Почему? Потому что в третьем лице окончание личное не добавляется. Ол баласымен, он с сыном или она с сыном. Сіз балаңызбен, сіз, вы со своим сыном. Сен балаңменсің, ты со своим сыном. Мен баламменмін, я со своим сыном. Ол машинамен, он на машине. Получается, такой прямой перевод будет с машиной, но на русский язык лучше перевести он на машине. Сіз машинаменсіз, вы на машине. Сен машинаменсің, ты на машине. И мен машинаменмін, я на машине. Теперь давайте рассмотрим примеры. Алло, сен қайдасың? Келе жатырмын. Машинаменсің бе? Я машинаменмін. Кімменсің? Әкемменмін. Алло, ты где? Еду. На машине? Да, на машине. С кем? С отцом. Следующий пример рассмотрим. Диалога с использованием көмектес септік. Ғазиз демалыста Түркияда болды. Оны досы кездестірді. Сәлем, хал қалай? Қашан келдің? Сәлем, жақсы, бүгін келдім. Өзің қалайсың? Жақсымын. Кіммен бардың? Анаммен. Ертең ауылға кетеміз. Немен кетесіңдер? Машинамен. Ғазиз в отпуске был в Турции. Его встретил друг. Привет, как дела? Когда приехал? Привет, хорошо, сегодня приехал. Сам как? Хорошо. С кем ездил? С мамой. Завтра уедем в аул. На чем уедете? На машине. Итак, сегодня мы узнали про көмектес септік. Это падеж, который имеет только мягкие окончания мен, бен, пен, отвечает на вопросы кіммен, немен, а также к словам в көмектес септік могут добавляться личные окончания. Көмектес септік показывает совместно с кем и с помощью чего происходит действие.